Национальные узоры Дагестана и итальянские ноты Вивальди неожиданно, но очень интересное начало не оставит никого равнодушным. Выставка музея-заповедника этнографического комплекса «Дагестанский аул» считается открытой. Я рад сегодня приветствовать нас всех здесь в Музее краеведения и поздравить с открытием и началом работы столь значимой выставки «Узоры и ритмы Кавказа». Это нашего Кавказа. Это уникальная возможность познакомить широкую публику с культурой и бытом не только Дагестана, но и всего Кавказа. Спасибо вам, что приехали. Надо приезжать, надо дружить, надо делать обмен опытом работы. Это очень важно. 35 изделий – настоящие произведения искусства, от изящных масляных картин до ювелирных изделий. Экспозиция удивит любого. Пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, вобравшие в себя уклад жизни людей. Здесь у каждой работы свой стиль и авторский почерк. И самое главное – стремление донести красоту родных мест. Оценил работу художников и министр культуры региона. Эпоху глобализации, в которой мы сейчас живем, это касается и культуры в том числе. И обособленно одну культуру в каком-то отдельно взятом регионе развивать невозможно, если не обогащаться культурой других регионов. А особенно, если это культура соседей, которые нам близки и по религии, и по духу. И мы часто бываем в Дагестане, и Дагестан бывает у нас. И поэтому я думаю, что подобные выставки и мероприятия, которые все-таки будут обогащать наши культуры взаимно, они нам нужны. В основе национального творчества уникальная техника исполнения. Магомед Алиев – ремесленник в 4-м поколении. Мастер создает уникальные вазы, тарелки и многое другое из инкрустированной древесины. Работа кропотливая. Чтобы сделать небольшой кувшин, мастеру нужно больше 20 тысяч точно рассчитанных движений. Вот ко мне это ремесло перешло от моих дедушки. Я дальше передаю своим детям. Мы специально натакаем точно такого изделия, потом ставим в опилки, высушиваем, потом наносится рисунок. Изначально наши деды инкрустировали серебром, а сейчас мы инкрустируем мельхиор. Это пчелиный воск. На глаз делается такой надрез, ставится такая мельхиоровая ниточка, режется впритык и точный молоточный удар. Потом это изделие снова шлифуется на токарном станке, покрывается натуральной морилкой, вот из нее в конце в итоге должна получиться такая работа. История передвижной выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Узоры и ритмы Кавказа» началась в 2013 году. С тех пор она побывала в Калуге, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Калмыкии. Была представлена в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. И теперь с ней могут ознакомиться жители и гости Ингушетии. Наша страна богатая и в плане территории, в плане богатства недров, но она богата еще многонациональной своей культурой, о которой мы можем рассказывать. Если подрастающее поколение больше знает о своей истории, традиции, культуре, не любить свой народ он не может. Поэтому более важная и более благородная задача – это пропаганда традиций, обычаев нашей страны и привитие любви к своей родине. Арсен Кардашев, Мухтар Камбулатов и Ибрагим Супьянов. Работы принадлежат народным художникам Республики Дагестан и заслуженным деятелям культуры Российской Федерации. Их имена известны как в Дагестане, так и за его пределами. Всего в экспозиции представлено более 35 работ художников, из которых 5 наших ингушских. Все они пишут в разных техниках. Одну из тех, кто воодушевился творчеством мастеров Братской Республики, Зарета Ахельгова. На подобных мероприятиях она частый гость. Сегодняшней выставкой довольна. Во-первых, духовная пища человека. Как бы тяжело не было в жизни, побывав на одной выставке, человек вдохновляется, он уже начинает о чем-то мечтать, на что-то надеяться, потому что это красота все-таки. Как говорится, красота спасет мир. Не просто увидеть произведения дагестанских мастеров, но и самостоятельно освоить азы национальных ремесел. Так, в ходе открытия экспозиции для гостей были проведены мастер-классы. Арслан Айсакади – известный ювелир. Его работы сочетают два стиля – модерн и классику. За это и пользуются популярностью. Нагрудное украшение, браслет. Вот так одевали девушки нарядный национальный костюм. Могли украсть себя на праздник, одеть на свадьбу. А что самое сложное в вашей работе? Самое сложное – это, наверное, придумать, разработать. Вот здесь есть такая серия украшений, представлена такой древний Дербент. Вот, работая с московскими модельерами, побывав в Дербенте, решила сделать такую, использовать в работе археологию. То есть, то есть не совсем археологию, а архитектуру. Вот эти древние ворота Дербента 4-5 века.
Проект представлен в рамках Года культурного наследия народов России и реализуется по национальному проекту «Культура». В завершение дня гостям продемонстрировали национальные наряды, которые не оставят ни одну девушку равнодушной. Выставка «Узоры и ритмы Кавказа» продлится до 29 апреля. За это время ценители высокого искусства смогут прийти и полюбоваться творчеством дагестанского народа. Хава Гагиева, Асхаб Белкиев, Новости 24.